В торжественной обстановке в зал вносят Конституцию Республики Ингушетия и штандарт главы. Под аплодисменты присутствующих полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка и вновь избранный на пост главы Ингушетии Махмуд Али Калиматов входят в зал славы. Чайка Юрий Яковлевич, избранный глава Республики Ингушетия Калиматов Махмуд Али Макшарипович. Вторая часть сегодняшнего важнейшего политического события продолжается с приветствия гостей. А это председатели парламентов Дагестана, Чеченской Республики, Адыгеи, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии и другие. Магомед Тумгоев зачитывает один из главных документов за сегодняшний день – постановление об избрании главы Ингушетии. В соответствии со статьей 23 Федерального закона 21 декабря 2021 года номером 414 ФЗ об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации, статьей 67 Конституции Республики Ингушетия и законом Республики Ингушетия от 8 мая 2013 года номером 6 РЗ о порядке избрания главы Республики Ингушетия, Народное собрание Республики Ингушетия постановляет избрать по итогам тайного голосования Калиматова Махмуд Али Макшариповича на должность главы Республики Ингушетия сроком на 5 лет. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации. Направить настоящее постановление для официального опубликования в республиканское средство массовой информации. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. В соответствии со статьей 69 Конституции Ингушетии при вступлении на должность избранный глава Ингушетии приносит присягу на верность народу республики. Я, Калиматов Махмуд Али Макшарипович, вступаю в должность главы Республики Ингушетия, обязуюсь соблюдать и защищать Конституцию Республики Ингушетия, добросовестно исполнять возложенные на меня народом Ингушетии обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, охранять безопасность и территориальную целостность Республики Ингушетия. Аз Калимат Ниаган Макшарипа Мухаммад Эл Галга Республика мягкий держа датводыш дикар ец Галгай Республика Конституция Нислили Лорье Сейн Эдеха Дикарыш Цанны Качжди Сагие гражданине Бокунжи Паргатужи Лархжи Лорьежи Хал Ишт Галгай Республика Крымзли территориальная Барчел Лорье. Председатель Народного собрания Республики Ингушетия Тумгоев Магомед Умарович в соответствии с указом главы Республики Ингушетия от 16 января 2014 года номер 4 о штандарте главы Республики Ингушетия передает вновь избранному главе Республики Ингушетия штандарт главы Республики Ингушетия. Председатель Народного собрания Ингушетии передает штандарт главы Ингушетии вновь избранному на высокий государственный пост Махмуду Али Калиматову. Полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка поздравил Махмуда Али Калиматова, отметив, что руководителю субъекта оказано высокое доверие президентом России. Сегодня из 3 представленных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным кандидатур вы избрали руководителя региона. Поздравляю вас, уважаемый Махмуд Али Макшарипович, с вступлением в должность главы Республики Ингушетия. Вам оказали высокое доверие президент России и Народное собрание республики. Это значит, что в прошедшие 5 лет ваша работа на посту главы Республики Ингушетия была направлена на эффективное решение целого ряда вопросов социально-экономического и общественно-политического развития региона. Так, индекс промышленного производства вырос со 104% в 2019 году до 117% в 2023 году.
Причем данный показатель не только превышает окружные темпы развития по Северокавказскому федеральному округу за 2023 год 106,1, но и среднероссийские показатели 103,5%. Среднемесячная зарплата работников организации в 2023 году увеличилась почти на 10%. Это самый высокий темп роста с 2019 года. Принят ряд мер по поддержке занятости населения, в результате которых уровень зарегистрированной безработицы в республике существенно снизился. Сокращение безработицы связано в том числе с ростом количества субъектов малого и среднего предпринимательства. По итогам 2023 года в республике их насчитывалось 6324, что на 33% больше, чем в 2019 году. Сохраняет устойчивую положительную динамику туристический поток. За 3 года он увеличился почти на треть. Приняты также достаточно эффективные меры, направленные на укрепление гражданского мира и согласия в обществе. Дальнейшей программой действий по-прежнему является указ президента Российской Федерации о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. Главная задача – создать возможности для самореализации каждого человека и повысить качество жизни. Для этого у региона есть все возможности. Уверен, ваш богатый управленческий и профессиональный опыт будет способствовать ее достижению. В своей деятельности вы всегда можете рассчитывать на поддержку, как полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе, на поддержку федеральных органов власти в округе. Прошу депутатов высшего законодательного органа республики, независимо от ваших политических взглядов, конфессиональной либо национальной принадлежности, быть союзниками главе региона в его ответственной работе. Желаю вам, уважаемый Махмуд Али Макшарипович, успехов во всех начинаниях на благо республики и нашей великой Родины, России. Еще раз поздравляю вас. Официальная делегация из Дагестана во главе с председателем Народного собрания первыми из приглашенных гостей взяли поздравительное слово. Заур Аскандеров обратил внимание участников торжественного мероприятия, что глава субъекта сделал многое для процветания Ингушетии в ее социально-экономическом направлении, проделал невероятную работу по единению народов Кавказа и страны в целом, а также передал слова приветствия от главы Дагестана Сергея Меликова. Конечно же, мы приехали с добрыми пожеланиями мира, процветания всему ингушскому народу. Мы наблюдаем и видим, как поступательно движется социально-экономическое в плане направления республики, как движется. И нам это очень приятно, и, конечно же, нам важно, и мы заинтересованы, чтобы Республика Ингушетия развивалась и социально, и экономически, чтобы здесь был мир и процветание. Приветственным словом выступили все приглашенные гости. Хотелось бы пожелать успехов, сил, здоровья для консолидации ингушского народа, общества в целом. Всем нам надо знать и понимать, что народ создает руководителя, порождает руководителя. Народ должен помогать, всячески помогать. Республика под вашим руководством динамично развивается благодаря слаженной работе органов исполнительной власти, эффективной законотворческой деятельности Народного собрания Ингушетии, качественной работе на уровне местного самоуправления. Мы наблюдаем устойчивые, видимые направления экономического развития и совершенствования отраслей социальной сферы. Ежегодно увеличиваются доходы республиканского бюджета, растут собственные налоговые и неналоговые доходы. Благодаря общесистемным мерам государственной поддержки растут объемы как промышленной, так и сельскохозяйственной продукции. И один из ключевых показателей, характеризующих динамику социально-экономического развития, это инвестиции в экономику и в социальную сферу. Они также динамично развиваются. Сегодня ключевой инструмент развития регионов Российской Федерации – это национальные проекты. В Республике Ингушетии они реализуются, успешно реализуются, строятся новые школы, дошкольные, детские образовательные учреждения, объекты здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства. Я хочу пожелать вам, Махмуд Али Макшарипович, и вашей
замечательной команде такого же динамичного процесса развития социально-экономического и сохранения духовности вашего народа. У многонационального народа Российской Федерации очень крепкие объединяющие корни. Это наша общая история, это наша культура, наши духовные ценности, наши уникальные традиции, самобытные традиции. И самое главное, наша общая благодарность нашим отцам, дедам, прадедам, поколению победителей за их подвиги во имя нашей Родины. Мы, как добрые соседи, очень радуемся тем достижениям Республики Ингушетия в социально-экономическом развитии, о котором здесь уже не раз говорилось. Единственное, я хочу пожелать Республике Ингушетия мира и процветания, народу благополучия, а вам, Махмуд Али Макшарипович, успехов в достижении тех целей, которые вы ставите на очередной свой срок перед собой и перед своей командой. Сегодня сложно переоценить заслуги республики в целом и всего того, что сделано за пятилетний срок. А самое главное, те преобразования, которые уже видны. И, конечно же, сегодняшнее голосование Народного совета – это еще раз подтверждение ваших заслуг и всей вашей команды. Переизбрание – это высокая оценка вашей работы в должности главы республики. За прошедшие годы вы завоевали авторитет не только сильного и эффективного управленца, но также руководителя, который демонстрирует высокие человеческие качества, эффективно решает задачи по развитию экономики и социальной сферы, повышению уровня жизни людей. Со своей стороны, надеюсь на укрепление межрегиональных связей с Республикой Калмыкия. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия. Пусть осуществляются все ваши надежды и добрые начинания на благо Республики Ингушетия и ее жителей. Глава Калмыкии Бату Хасиков. За годы работы в должности главы Республики Ингушетия вы доказали, что обладаете всеми необходимыми личностными и профессиональными качествами, опытом и знаниями, чтобы и впредь успешно направлять Ингушетию к новым достижениям, реализуя поручения главы государства и региональные проекты, способствующие улучшению качества жизни граждан. Взаимное сотрудничество наших республик всегда было основано на добрососедских отношениях, взаимопонимании и стремлении к совместному развитию. Уверен, братство республик будет только крепнуть. Желаю вам крепкого здоровья, мудрости и удачи в реализации всех ваших планов. Пусть ваше руководство станет залогом стабильности и благополучия для Республики Ингушетия. С уважением, Рашид Борисович Темрезов. Уже взято, значит, впереди множество задач, в решении которых глава Ингушетии, конечно, не один, подчеркивают собравшиеся. Что хочется пожелать? Конечно, продолжать в том же ритме. Мы видим, какие изменения прошли за время его работы, и он обязан был продолжить начатое дело, чтобы такое же было у нас взаимодействие, именно говорю, и общественной палаты, и в таком же ритме, чтобы он продолжал работу. Успехов и, конечно, надежных людей рядом, которые будут исполнять его поручения на все 100%. شي حلقرتو عنده حاجتش باتش دي داتش خوادا نزلو بولش داتش خوادا نزلو تبزدا دا برصع بوبي قمي اهتو باخو مسن ليك шамта. Кандидатура Калимата Махмута Али Макшариповича была поддержана партией «Единая Россия», решение президиума Генсовета партии. Соответственно, это в первую очередь было отражение предыдущих 5 лет работы в должности главы Республики Ингушетия. Мы видели социально-экономические достижения, нормализацию общественно-политической ситуации и в регионе, и в стране в целом. Ну и, соответственно, тот факт, что президент страны Владимир Владимирович Путин поддержал кандидатуру Махмуда Али Макшариповича Калимата, говорит само за себя. Достижений немало, как и благоприятных изменений в республике. Программы стратегического развития Ингушетии реализовывались, несмотря на сложные периоды, отметил председатель парламента Ингушетии Магомед Тумгоев. Я думаю, это очень большое событие для нас, политическое. И человек уже отработал 5 лет, имея вот этот опыт работы, предстоящие 5 лет ему будет легче работать, уже знает, какие есть те тонкие места, где надо обратить ему больше внимания.
И я думаю, он вполне справлялся до сих пор, а дальше уже удвоенным усилием он будет работать. В завершении торжественной церемонии инаугурации главы региона Махмуд Али Калиматов ответил на вопросы представителей СМИ. Первое, то, что я считаю, нужно сделать. У нас водовод, чтобы дошел до Карбулака, потом до Малгобека. Но в этом плане мы более 40 скважин сделали. Почему у нас немножко стабилизировалась вода? Потому что мы скважины добавляли. Мы достаточно скважин сделали, но не для всего. Но вот этот водовод, там 40 кубометров, например, идет вода. Мы можем подать 100, в силу того, что сделали вот эти скважины. Но мы поднимаем, она слабая, и она ее разрывает, поэтому мы не можем дать воду ту, которую. Поэтому, вы знаете, наши знаменитые водовозки, спецгараж, вот, деваться некуда было, пришлось закупить их. И сегодня они нас спасают. Я вот в НРК был, там люди как бы говорят, ну, слава Богу. Но НРК, Салапши, там, в Седах, вот эту часть мы перекрыли там 6. То есть это очень важный вопрос, который, можно сказать, вчерашнего дня уже мы занимаемся и будем идти. И я думаю, в ближайшее время встреча будет у меня с руководством страны, с правительством. Мы начнем интенсивно работать, чтобы этот вопрос принести. Вторая очень важная ситуация, я сегодня затронул его на выступлении, это экологический. Экология, наши леса, реки у нас в очень плохом состоянии, сказать не очень. Понимаете? Поэтому работа Министерства природных ресурсов, управление Федеральной службы природонадзора, Росприроднадзора, вот, с ними надо будет, я имею в виду, с Бекбурзаровым работать. То есть мы должны капитально заняться нашей экологией. Но, естественно, я не знаю, я глав призывал, а сейчас какой-то надо выработать нам алгоритм, чуть ли не ходить по подворно и объяснять, что надо очистные сооружения ставить, локальные. У нас сейчас цех работает, я говорил уже, и Краснодар закупает, Азербайджан закупает, а наши, поэтому, чтобы нам не испортить нашу землю, где мы живем, если мы не примем вот прям вчерашним днем вот это требование к людям, не с наскоком, а вот в части, ну как вот предложили мы зайти в огород и огород свой, картошку, кстати, помидор, вот типа вот такую формулу хочу выдвинуть, чтобы они по-доброму пошли и начали заниматься очистными сооружениями, локальными устанавливать. Завод через года 2 будет. И наш лес, если мы, я открыто говорю, не приостановим вырубку, у нас реки останутся без влаги, без воды. Когда это касается жизни, жизнедеятельности человека, это ухудшает саму экологию для жителей наших, то мы должны колокола бить. Но с другой стороны, отношение жителей наших, оно поменялось. Они, когда стараются уже помогать, уже стараются сами смотреть и улучшать улицу или что-то. Но по возможности, я вам скажу, мы, бюджет ли наш, бюджет для республики, России, мы будем улучшать в целом, не просто словами, а улучшать жизнь жителей. Для этого это межпоселковые дороги, это проводка воды, разводка воды по улицам. Много таких вещей, но они на балансе стоят у муниципалитетов, и мы должны работать с населением, чтобы там был накопительный бюджет района города, чтобы они могли какую-то часть делать это. А в целом я вам скажу, что планы у нас реальные, да еще будем достраивать. У нас какая-то часть осталась небольшая, наверное, процентов 20, двухсменка, и мы ее должны убрать. Ну и я уже говорил, открыто говорил это, вот эти школы там до 40, и детские сады до 50, это же рабочие места как раз для наших сестер, как я говорил. Это более 7 тысяч рабочих мест, понимаете? То есть улучшить. Ну и еще у нас 100-летие государственности. Так вот, один
из вопросов, которые мы должны в столетие Государственной Республики Ингушетия поднять все архивные. Нам предки нам дали очень хорошее будущее. Нам просто надо теперь вот этими возможностями воспользоваться и обновить их, если позволено будет, или редактировать так, чтобы и подать его нашему народу. То есть желание работать для людей, для наших жителей. Больше у меня и у правительства, команды нету ничего такого. Как отмечают собравшиеся, социально-экономическая жизнь республики получит новый импульс для дальнейшего развития благодаря личному, неравнодушному участию руководителя субъекта во всех ее сферах деятельности. Адам Мережков, Роза Гетагазова, Сулейман Костоев, Алисхан Горовожев, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.